Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кого судьба ведет к вам прям за руку? Что это за человек? Для чего его ведут к вам? Ну и что из этого выйдет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе, а вы с косой стоите. Вы стоите с косой, а это верный знак крутых перемен в вашей жизни. Я бы даже сказала, что вы на пороге, да, на пороге какой-то новой жизни, либо нового этапа в своей жизни. У вас внизу стрелка вниз, смотрите вы в центр и коса. Вы хотите эту стрелку отрубить. Вы хотите прекратить в своей жизни какое-то падение, либо какое-то застойное состояние, отсечь то, что тянет вас вниз. Как хотите жить по-новому, по-другому. Для себя хотите лучшего. И судьба с вами согласна, что вы и достойны лучшего, и должны жить гораздо лучше. Смотрите, к вам будут приводить людей, которые будут вам помогать. Помогать отсечь это старое, то, что тянет вниз, и выйти на этот новый, лучший уровень. Над вами образ голубя, а это верный знак того, что судьба за вас и на вашей стороне. Так, ну давайте теперь пойдем по порядку. Кого же ведут вашу жизнь? Здесь образ женщины. Женщина, кстати, очень необычное лицо, у нее какое-то очень просветленное, либо очень светлая кожа у этой женщины. Женщина, которая разбирается в каком-то вопросе, либо в каких-то вопросах лучше, чем другие. Какой-то высокий уровень профессионализма и богатая практика. Да? То есть женщина помогает людям, либо в чем-то работает, разбирается. Женщина просто гениальная, либо очень способная, либо одаренная. Знакомство с этой женщиной, либо информация, полученная от этой женщины, во многом вам поможет. Во-первых, разобраться в себе, разобраться в том, что происходит в вашей жизни, как вы пришли в эту точку, да, что было так, что было не так. В общем, здесь полный как разбор полетов, плюс ключевое решение, либо ключевая подсказка. Ой, этой женщиной вы будете очень довольны и благодарны судьбе за то, что эта женщина с вами провела работу, да, либо у вас появилась возможность с ней познакомиться. Это просто прекрасно. Здесь и вера в себя появится, и вера в свое светлое будущее, и плюс в руках у вас ключ. И здесь, смотрите, как крылышки у вас небольшие за спиной вырастают после разговора с этой женщиной. Дальше. Так, с левой стороны у вас идет встреча с мужчиной и встреча и знакомство. Мужчина занимает какую-то должность, обладает какими-то полномочиями. У мужчины как будто бы все везде схвачено. Об этом мужчине люди говорят, и говорят только хорошее. Только хорошее и с надеждой о нем говорят. А сильная личность, сильный человек, чистое, открытое сердце. Очень, кстати, справедливый человек. Просто до фанатизма справедливый человек. Он и сам по справедливости живет, и от других этого требует. С этим человеком нужно быть максимально открытой и максимально говорить по душам. Ничего нельзя прятать, ничего нельзя таить, и нельзя, вот знаете, как не договаривать. Он все это чувствует, интуитивно чувствует. И это очень важно, быть абсолютно честной с этим мужчиной. Смотрите, мне показывают, что вы стоите грустная с такой головой, знаете, как вниз смотрите. Печальная у вас голова.
А он вас за плечо берет и говорит: да не бойся, все хорошо будет. И для вас этот мужчина как открывает какое-то то ли окно, то ли дверку, что-то он для вас открывает. И говорит: вот, не переживай, да, вот туда иди, там тебе будет хорошо. Смотрите, вы все разные, да, у каждой свои проблемы. Из девушек, женщин, кто зашел на мою цыпку. У кого-то отыграется, что этот мужчина, допустим, юрист. У других отыграется, что он, допустим, госслужащий. У третьих, что он, например, какой-нибудь там меценат, бизнесмен, да, богатый человек. Вот он вас и выслушает, и проникнется, и вам поможет. Для вас он что-то открывает. Окно, либо дверь. И так может отыграться. В любом случае, поддержка и помощь от этого человека. Встреча у вас идет, может быть, и разово, может быть, и несколько раз вы встретитесь. Но этот человек, он проходящий, он сделает свое дело, в чем-то вам поможет и пойдет дальше. Но вы, соответственно, пойдете дальше. Вам очень повезет с этим человеком. Другим не повезет, вам повезет. Но вы этого заслужили, вы этого достойны. Вы захотите его чем-то наградить, знаете, как подарочек, наверное, дать. Вот, не делайте этого, не нужны ему никакие подарки. Он может обидеться на этот ваш подарок. Не потому, что вы что-то не то принесли, а потому, что вы пытаетесь его, не знаю, там, подарком купить. Да, он такой, я уже сказала, у него чувство справедливости, оно просто зашкаливает. Благодарности, вот слово «спасибо» будет достаточно, больше, чем достаточно. Вот он вам поможет, 100% поможет. Может быть, знаете, даже доктор, да, умный доктор, который даст вам какое-то назначение, либо отправит вас на какое-то обследование, исследование, которое вы не могли получить, добиться. Человек, который примет вас на работу, либо даст вам рекомендацию. Человек, который для вас одобрит что-то, либо добьется, чтобы вам, например, что-то было предоставлено. Но он крутой, он реально крутой. По возрасту он либо как вы, либо старше вас. Но очень справедливый, очень честный, и он реально поможет. Он реально поможет. Знаете, как посланник небес он, что ли, для вас. Такой интересный. Так, и еще. Судьба приведет к вам двух мужчин. Одновременно двух мужчин. Один, значит, очень смазливый такой весь, знаете, холеный, красавчик, да, красавчик такой, искуситель. А второй мужчина противовес. Спокойный, уравновешенный, скромный. И, знаете, такой звезд с неба не хватает. Но вам будет очень важно оценить этих мужчин не только по внешним данным, но и по внутреннему содержанию. Это не значит, что вы их должны там выпотрошить и все там внутри проверить. Нет, девочки, не смотрите на лицо, смотрите на поступки, на действия и на отношения. Вот это очень важно. Вы просили счастья в личной жизни, вы устали от одиночества, вы устали от холода. И во внешней среде, да, и на сердце, и внутри. Вот вам судьба даст выбор между двух мужчин. Один категорически вам не подходит, а вот второй прям вообще идеальный, вот именно для вас. Очень часто так бывает, что мы не способны оценить человека, либо понять, кто конкретно нам нужен. Да, все хотят богатых и красивых. А если, например, богатый, но некрасивый и при этом умеет любить, как вам такой вариант? Да? Не смотрите на внешность, это вам подсказочка. И вторая подсказочка: судите именно по поступкам, не по словам, не по вот этим обещаниям, что «О, я тебя замуж возьму, там, золотом, бриллиантами обсыплю», а конкретно человек что делает для вас. Вот поэтому судите. Не ошибитесь, девочки, здесь ваша проверочка идет. Судьба вас будет проверять. Так, по поводу плохого мужчины я не буду много говорить, но он такой, знаете, обманщик, красавчик-обманщик, так хочется сказать. Там, возможно, он и женатый, возможно, у него там целый выводок детей, и плюс там в долгах, как в шелках, но несет себя, так, знаете, горделивой походкой по жизни. Филин у него там, много скрывает, много прячет. С ним, ну, во-первых, ничего не получится, во-вторых, он с вас деньги может тянуть, либо что-то может тянуть, либо пользоваться чем-то вашим. А вот второй мужчина, мне он идет такой, знаете, неказистой внешности, но при этом очень благородный. Благородный, добрый, открытый и действительно вот ищет он любовь. Он не ищет развлечений, он не ищет абы с кем, да, ему нужна любовь. Он без любви и не хочет, и не может.
Мужчина ведет какой-то затворнический образ жизни, мало где бывает, мало с кем общается. Если есть семья, то он, родственники, да, он с родственниками больше общается, любит книги, читать любит и любит, что-то, знаете, как мастерить, что ли, руками что-то любит делать. Из вредных привычек, что-то есть, может, курит, может быть, что-то кушает, потому что мне он полненьким показан, да, может, любит какие-то вкусняшки, да, может быть, немножко лишний вес есть. Но это потому, что он одинокий, потому что он несчастный. Вот. Судите по поступкам, не по лицу, по поступкам судите. Смотрите, здесь четко показано, если вы выбираете этого второго, он вас на руках носить будет, он пылинки с вас будет сдувать. И он вас возьмет такую, какая вы есть, со всеми вашими проблемами, кредитами, долгами, детьми, которых нужно поднимать. Он все это возьмет с ваших плеч, вот так вот снимет и на свои плечи переложит. Да? Здесь очень благородный человек, но его обижать нельзя. Нельзя его критиковать, нельзя его обижать. Он хоть и спокойный, но критику очень сложно переносит. Не ругается, а скорее, как, знаете, уходит в себя, закрывается, такого плана. Видите, какой вам выбор будет дан? Вроде, казалось бы, выбор, а с другой стороны и искушение, и соблазн. И ошибиться, девочки, нельзя. Ошибиться тоже нельзя. Если вы думаете, что у вас получится крутить с двумя, это ошибка. Так не может быть и так не будет. Этот, который лицемерный интриган, он еще как-то может это принять, а вот тот, который хороший, порядочный, он этого не потерпит. Он просто самоотвод возьмет. Поэтому, смотрите, не рискуйте. Времени у вас как-то будет мало, и нужно очень быстро будет принять решение. И еще, девчонки, у кого-то отыграется ситуация, что один местный, а второй где-то далеко, например, от вас, да, в другом городе, в другой стране, может, вообще иностранец отыграется. Вот, даже какой-то риск, да, надо рискнуть, поверить, либо довериться тому, кто далеко от вас находится. Но вы видите, да, с этим у вас дорога ведет вот к птице, которая летит вверх, расправила крылья, да, то есть это счастье, семейное счастье. Опять же, сердечко тут, бантик, в общем, счастливая жизнь. А с этим другим дорога ведет к кресту тяжелому, сами понимаете, да, к всяким неприятностям. Почему судьба с вами так поступает? А судьба вас чему-то научить хочет. Прям в прямом смысле слова, чему-то хочет научить. Но вы все разные. Вы все разные. Может быть, вы постоянно делаете одну и ту же ошибку. Может быть, это нужно для вашего жизненного опыта. Вот чему-то будут вас через эту ситуацию учить. Выбор сразу два мужчины. Выбирайте, не прогадайте. И еще, судьба приведет к вам человека, который может ответить на вопросы вашего прошлого. Что-то в вашем прошлом такое случилось и произошло, что вас до сих пор по сей день мучает. Приведут того, кто знает ответы, либо того, кто сможет четко ответить, раскрыть вам тайны вашего прошлого. Человек либо знающий, либо свидетель всего того, что было, а может быть, человек-участник того, что было. Человек, который знает правду. Я вижу, что тяготит, да, тяготит. Вы ведь пытаетесь отсечь это прошлое без понимания, четкого понимания, что тогда плохого произошло, либо хорошего. Вы не можете пойти в свое будущее. И вам будет сложно отсечь эту стрелку вниз. Придет тот, кто ответит на все ваши вопросы. Как правду расскажет. Правду. Там будет шокирующая информация. Вы под впечатлением будете прям несколько дней ходить. Здесь вас призывают иметь в сердце милосердие. И не держать обиду, злость, и уж тем более не мстить. Как-то так идет. То есть сложить меч в ножны, не мстить, не злиться, не поминать прошлое. Да? Просто смириться с тем, что было, и идти дальше по жизни. Потому что месть ни к чему хорошему не приведет. Либо месть не сделает вас счастливой. То есть не вернутся вам назад ваши счастливые годы, да, либо не вернется человек из вашего прошлого. Оно так не работает. Но правду вы точно узнаете.
А еще мне показывают пару. Мужчина и женщина. Мужчина просто очень высокий, а женщина, она пониже. Но она такая, знаете, как главная идет. Она очень много говорит, она такая активная, говорушка. А мужчина высокий, но очень молчаливый, серьезный. Женщина говорит, мужчина делает. Вот как-то так мне идет. Пара. Они пара. Может быть, они муж и жена, может, они просто вместе. Но вот они идут парой к вам. Вот они вам вдвоем станут очень хорошими друзьями. Друзьями, помощниками, соратниками. Ну, по-всякому может отыграться. Женщина ниже, мужчина выше. Она говорит, он делает. Прекрасные люди, и вам очень повезет, что вы с этими людьми не только встретитесь, но и подружитесь. Просто чудесные. Очень надежные, очень добрые и положительные. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.